Во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Господь призывает людей к спасению в разные периоды их жизни. Есть люди, которые, прожив уже всю сознательную жизнь и потратив все свои таланты и силы, и физические, красоту свою, всю молодость, только пожилые лета свои, когда уже болезни начинают их посещать, скорби, когда они видят разочарование от той прожитой жизни, они приходят к Богу. А есть люди, которые в юности своей, узнав о Боге, все отринули, от всего отказались и посвятили Ему свою жизнь. Конечно, мы, памятуя те слова о том, что в какой бы час человек ни пришел, все равно Господь его принимает. Тем не менее, безусловно, есть большая разница между тем, когда человек уже со своим разбитым корытом пришел к Богу, придя в отчаяние, или когда он еще, обладая силой и физической, и талантами, и возможностями, и безграничными путями и способностями для того, чтобы вот их реализовать в этом мире в угоду себе, он выбрал путь иной совсем и всю свою силу, жар своего сердца, все таланты посвятил Богу. Так же, как в брак вступать желательно все-таки людям молодым, по самой природе человека так, чтобы были силы для того, чтобы и детей воспитать, и что-то сделать, построить действительно настоящую семью. Так и на служении Богу, конечно, даже и святые отцы об этом говорят, и монастырские уставы к этому ведут, потому что, конечно, лучше с молоду уже начинать этот путь, для того, чтобы Богу принести максимальный плод. Так вот, сегодня мы празднуем память по нашему русскому календарю святителя Саввы Сербского, человека, который считается фактически отцом сербской церкви до такой степени, что они сами называют свою церковь Святосавской, и даже православие называют Святосавлем, Святосавством. Это особое такое, можно сказать, национальное православие. И вот отцом его стал святитель Савва, который совсем в юные годы, по преданию, с одним русским монахом убежал со своего княжеского служения в монастырь и в Пантелеймоновом монастыре принял монашеский постриг, когда ему было всего 17 лет. Долгие годы прожил на Афоне, и своими подвигами он даже своего родного отца убедил точно так же поступить, оставить светскую власть, принять монашеский постриг, и какое-то время они даже вместе подвязались на Святой горе, основали там, выкупили заброшенный монастырь и получили право и основали там сербский монастырь Хиландар, который до сих пор существует, который многие столетия был кузницей кадров, как сейчас говорят, для сербской церкви. Оттуда вышло множество архиереев, и до сих пор даже выходит. И многие предстоятели сербской церкви, даже большинство их в средние века были как раз послушниками монастыря Хиландар. Савва был вынужден вернуться в свою землю для того, чтобы примирить враждующих братьев, и занялся строительством церкви, привел учеников с Афона, всех их потом впоследствии сделал епископами, когда добился получения самостоятельности сербской церкви, написал уставы церковные, не только церковные, но и его законоправила было первым сводом законов у сербов, и до сих пор, когда они изучают право, они опираются на этот документ. Его имя очень
рано стало известно на Руси. И если вы сейчас отправитесь в Кремль, в собор Архангела Михаила, где похоронено большинство наших Рюриковичей, великих князей, то там, войдя в этот храм, вы тут же увидите на колонне большую фреску. Вот так вот она будет с левой стороны. Большую фреску с изображением святителя Саввы Сербского и его отца Симеона Мироточивого. Это в том числе связано и с тем, что наши цари, собственно говоря, первый человек, который стал называться царем, Иван Грозный, его бабушка родная была сербкой. Поскольку его отец умер очень рано, как мы знаем, и он фактически отца, в общем-то, не застал, а мать была занята тем, чтобы просто спастись в этих всех интригах, в борьбе за власть, то мы можем себе представить, что вот этот будущий русский правитель воспитывался вот этой бабушкой, которая говорила на сербском языке, на смешанном с акцентом. И она достаточно была, как говорят, витальная такая женщина, она дожила даже до взятия Казани. И когда Иван вернулся и стал заканчивать Архангельский собор, то, естественно, это отразилось. Вот такая связь существует духовная, историческая и родственная между нашими народами, поэтому святитель Савва для нас тоже не чужой святой, для нас родной. Интересно, что 25 января по новому стилю у нас празднуется его память, а сербы ее празднуют 27-го. И в этот день происходят торжества не только церковные, но и светские. Этот день считается днем просвещения. Все дети в школах готовят стихи, песни поют святителю Савве. И это празднуется на уровне государства. То есть такая роль Саввы была огромная, что его признают просветителем сербского народа. И в этот день, как бы, можно так сказать, школьный день, да, день сербской школы, его отмечают повсюду. Но самое главное, конечно, то, что Савва преобразил свой народ, воспитал его, превратил его в народ святых героев, святых подвижников, был устроителем церкви. И вот, взирая на его пример, мы должны в первую очередь задуматься о том, а вот мы как свои таланты и свои силы, и главное время своей жизни используем. Готовы ли мы с такой же безграничной любовью служить Христу, и готовы ли мы к той благодати принести плоды, такие великие плоды, как принес этот святой, что до сих пор целый народ свою веру даже называет не просто православием, а святосавством, святосавлем. Этот пример, он для нас и поучительный, и обличительный одновременно, так же, как пример священномученика Илариона, архиепископа Верейского, человека, который тоже с молодых лет служил Христу и умер-то человеком очень молодым на самом деле. Многие из здесь стоящих, они еще в церковь не пришли к тому моменту, когда святитель Иларион, в каком возрасте он уже почил. Будем подражать нашим наставникам, в какой бы стране мира они ни жили, ибо Господь всех нас объединяет, все мы народ Божий, все мы царственное священство, все мы призваны едиными устами славить Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.